Всем утро доброго. Для кого оно не доброе, пусть перерастет в хороший день и замечательный вечер. Я нахожусь в месте под названием Taagepera, где находится один из самых лучших спа Эстонии, на мой взгляд. Это спа Wagenküll. Для многих не секрет, что в Эстонии очень много спа-центров полноценных. По всей видимости, это связано с традициями посещения бани эстонским народом, для которого баня — это не просто баня, а нечто гораздо большее. Несмотря на свою удаленность, здесь, вероятно, всегда полно постояльцев. Я отдыхал со среды на четверг, и парковка была значительно занята машинами. Подавляющее большинство отдыхающих было из Латвии. Вероятно, потому что до границы наших соседей всего лишь 5-6 километров отсюда. Оставив машину на парковке, я посетил сам замок и на ресепшн оформил свою бронь, где получил ключи от номера в виде пластиковой карточки, где мне все объяснили, что и как, и я отправился в рядом стоящее соседнее здание, которое выглядело более современно. Если я не ошибаюсь, то ранее это был санаторий. Первое, что вызывает легкое удивление при посещении здания, где находятся номера, а номера находятся не только в этом здании, а также в самом замке, это температура. Непривычно было то, что во всех коридорах, даже в подземном переходе, который соединяет со спа-центром, температура была довольно комфортная и высокая. Номер вполне комфортных размеров. В общем, все довольно стильно, красиво, удобно, комфортно. И, как я говорил, очень-очень тепло. То есть на отопление здесь никто не экономит. Весь комплекс состоит из двух зданий. Это замок, где находится ресторан, ресепшн и спа-центр. И более новое здание, где находятся номера. Номера также находятся и в самом замке. Оба эти здания соединяет подземный отапливаемый переход, по которому можно пройти из нового здания в замок, в спа-центр и в ресторан. Пойдем знакомиться со спа-центром. Находится он сравнительно недалеко. И пройдя немножко коридором и подземным туннелем, о котором я говорил, кстати, проходя через подземный туннель, можно полюбоваться старыми фотографиями, сделанными в этих местах. Туннель отапливаемый, даже поэтому в морозный день в одном халате вам будет здесь не холодно. Расстояние между новым корпусом и замком сравнительно небольшое, поэтому много времени добраться вам не понадобится. И, наконец, сам спа-центр. Он находится в подвальном помещении замка, но, несмотря на это, здесь очень тепло и уютно. И одна из главных особенностей спа — это суицусаун, баня по-черному. Хотя, наверное, если дословно переводить, это будет копченая баня. Очень теплая, интересная и в виде оригинальной старой эстонской баньки по-черному. Рядом находится бассейн с холодной водой и японская ванная. А еще есть возможность расслабиться в янтарной сауне, финской сухой сауне
понежиться в объятиях пузырьков в джакузи, рядом с которым находится ароматическая и солевая баня. И чтобы немножко после всего этого взбодриться и встряхнуться, можно пройти в наружный бассейн. Вода в нем довольно комфортная и освежающая. А вечером он выглядит очень даже романтично. В спа можно встретить довольно интересные элементы декора. Конечно же, есть свой небольшой бар, рядом с которым находится зона релакса, а бассейн с теплой водой, в котором есть гидромассаж. Место, где можно присесть, выпить напитки и отдохнуть. Также есть комната для релакса, которая мне особенно понравилась. Спа рассчитан не только для гостей, которые ночуют здесь, а также для тех, кто хочет прийти и просто посетить спа. Но для удобства отдыхающих в пятницу и в субботу, а в определенные часы, сторонних посетителей в спа не пускают. И напоследок о том, где отдохнувших и набравшихся сил и энергии человеков кормят по утрам. А находится это место в самом замке. И если вы остановились в новом здании, то вам придется опять пройтись подземным переходом и попасть в это красивое, на мой взгляд, место. О том, какие здесь завтраки вкусные или невкусные, я даже не буду рассказывать, потому что, как показывает опыт, даже если все будет идеально, найдутся те снобы, которым что-то не понравится, и они будут ворчать и говорить, что все плохо. А еще по вечерам здесь можно созерцать вот такую красоту. Надеюсь, мое очередное видео было интересно. Подписывайтесь, далее будет еще много интересных историй. Всем удачных путешествий и интересных открытий, а также хорошего отдыха.